Наталья Николаевна, вы согласны с тем, в чем вас подозревают? Не отвечая на вопросы журналистов, Наталья Евдокимова поспешила в зал суда и сразу закрыла лицо кипой бумаг. Уже через несколько минут началось заседание суда по избранию врачу-психиатру меры пресечения. Судья запретила видеосъемку процесса. В зале можно было вести только аудиозапись. Следователь сообщил: подозреваемая днем 29 марта не госпитализировала Михаила Тимохина, в квартире которого уже ночью прогремел взрыв. По объяснению самой Евдокимовой, отказ был связан с тем, что необходимо было пройти дополнительные обследования. Женщину подозревают в халатности, которая в итоге привела к гибели 2 человек. Еще 4 пострадали. Именно сюда, по версии следствия, родственники Михаила Тимохина привезли его на скорой для госпитализации. При этом, по словам подозреваемой Евдокимовой, пенсионер был спокоен, в отличие от тех, кто просил его оставить здесь. Дедушка, он вообще-то не согласился на госпитализацию. Один из родственников объяснил: мы боимся, что он взорвет газ. То есть он не объяснил, что дедушка пытался взорвать газ, или что он что-то на этот счет высказывает. Учитывая вот их резкие внешние признаки алкоголя от этих сопровождающих родственников. Врач не усмотрела необходимости в госпитализации. Она не осмотрела никаких... Нет, да, то есть в тот момент он был достаточно благодушен, то есть он нормально себя вел, то есть он установил состояние алкогольного опьянения, вот, то есть никаких мыслей о том, что он собирается покончить с собой, да, то есть никакой агрессивности он не проявлял. Выслушав доводы сторон, суд пришел к решению заключить Наталью Евдокимову под домашний арест до 30 мая. По поводу избрания мер пресечения могу сказать, что, учитывая, что Евдокимова подозревается в совершении преступления, которое связано непосредственно с совершением преступления Тимохиным, то есть состоит в причинно-следственной связи. Обоснован ли был отказ в госпитализации? Разбираются сейчас следователи. Это дело взбудоражило и общество, и медицинское сообщество. Первые задаются вопросом: что делать, если сосед или родственник неадекватен? Вторые ссылаются на регламент. Так просто положить человека без его согласия или при отсутствии явных признаков не так просто. Это также наказ с уголовное наказание имеется. В законе о психиатрической помощи указано: страдающего расстройством человека можно госпитализировать без его согласия, если он представляет опасность для себя или окружающих. Но есть и дополнение, что психическое расстройство является тяжелым. Если речь идет о возможном подозрении на преступление, у нас не только медицинские работники отвечают за эту работу. И в данной ситуации, на мой взгляд, очень важно спросить тех, кто сопровождал, и очень важно уточнить, почему ими не были предприняты все шаги, которые в целом они должны были предпринять в этой ситуации. Такая позиция отсылает нас к Семейному кодексу, где указано, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. В деле врача Евдокимовой уже много вопросов и к самим себе. Должны ли были внуки остаться в квартире с пенсионером, учитывая его состояние? Что делать и куда его везти, если родной человек или даже сосед представляет угрозу для себя и окружающих? И ответ здесь нужно искать не только у следствия, а обратиться к моральным принципам. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Зеленодольск, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.